Первый снег, отопительный сезон и международные форумы. О главных новостях уходящих 7 дней расскажем в прямом эфире. Здравствуйте, это итоги недели. С вами Азат Самирханов, но вначале коротко о главном. Хэштег из Баурсака и большой пакет международных соглашений. Меня особо заинтересовал башкирский мед. Планирую передать всю эту информацию бизнесменам Пакистана. В Уфе завершился форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС. Масштаб форума, количество участников, огромное количество идей институтов развития, которые сегодня республика предлагает предпринимателям Башкортостана. Азат Садриев о том, какой импульс даст это событие для экономики республики и готовы ли наши предприниматели открывать для себя новые рынки. Ты начинаешь видеть горизонты шире. Например, то, что ты не только у себя можешь в Уфе вот что-то делать, а то же самое на весь мир. Темпы хорошие, но дефицит по-прежнему велик. Я жду от вас, вновь говорю, решения этого вопроса, по крайней мере, существенное решение. Так, чтобы мы там совсем где-то не болтались. Как Минздрав сокращает нехватку врачей в регионе. Город нам дает 4 квартиры для специалистов в этом году. Есть программа «Земский доктор», по которой получает 1 000 000 рублей. За счет чего доктор может заработать дополнительные 100 000 рублей в год. И когда жители республики смогут получать медицинские услуги без очередей и в полном объеме, расскажет Екатерина Тимиряева. Одним новоселье, другим ожидание. На самом деле застройщик создает только видимость, что строит объект. Здесь, грубо говоря, 1 кирпичик в неделю. Юлия Нигматульна разбиралась в судьбе дольщиков уфимского долгостроя. Тем временем жители Миловского парка получат ключи уже через месяц благодаря помощи фонда обманутых дольщиков. Для того, чтобы в этот фонд попасть, нужно соблюсти критерии. 4 объекта пока подпадают. Остальные мы подгоняем под эти критерии. Радость нашего дома. Этот язык был сложный, но он очень красивый. И мне вообще понравилась Башкирия, это очень красиво. На уфимскую премьеру фильма «Сестренка» собрались ведущие актеры и поклонники творчества Мустая Карима. Когда я впервые оказался на съемочной площадке, я увидел башкирскую деревню на Инзере и своих снов. Это было большим чудом. О том, как это было, расскажем в материалах «Итогах недели». Начнем с текущих новостей. Синоптики обещают заморозки сегодня ночью и предупреждают водителей о гололедице. Так что тем, кто планирует сесть за руль, следует быть внимательными. Впрочем, началась эта неделя тоже с непогоды. Вот любительские кадры, снятые на дороге Уфа-Белорецк. Вот, парни, дорога. Сегодня 23 сентября. Автолюбители, как нетрудно догадаться, попали в снежную ловушку. На участок трассы у поворота, который в народе называют «Тещин язык», обрушился снегопад. Для устранения были подключены дополнительные силы и спецтехника. О снеге в соцсетях писали жители Белорецка, Абзакова, Межгорья, Учелов. И вообще непогода стала главной темой в социальных сетях. Ведь средняя температура воздуха уже неделю держится на отметке 8 градусов и теплее не становится, по крайней мере, пока. И вот на оперативном совещании в правительстве, которое состоялось в понедельник, Ради Хабиров дал поручение повсеместно начать отопительный сезон. Давайте подключайте сегодня вечером мне сводный доклад о том, что вся республика включила отопление. Хорошо. Договорились? Ну и, разумеется, это касается садиков, больниц, школ и так далее. Коллеги, главы администрации, значит, все лето мы готовились к отопительному сезону, поэтому если сегодня кто-то из вас не подключается, я никаких оговорок принимать не буду. Сразу после этого совещания глава республики опубликовал соответствующий пост на одной из своих страниц. Глава Башкортостана призвал граждан сообщать о случаях, если тепло в квартирах не дадут, жалобы регистрировать будет и система «Инцидент». Ну а теперь о главном. На неделе Уфа снова стала центром притяжения предпринимателей со всего мира. В конгресс-холле Таратау прошел 5-й юбилейный форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Обсудить развитие отрасли и найти новых партнеров в башкирскую столицу приехали порядка 3000 делегатов из 3 десятков стран мира. Азат Садриев знает, о чем уже удалось договориться.
Пятый форум малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС начался с рекорда России. В фойе Конгресс-холла Торатау башкирские повара угощали хэштегом из баурсака весом в 209 килограммов. Делегаты тоже приехали не с пустыми руками. Бразилия, Южноафриканская республика, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Китай, ну и, конечно же, Россия. Страны-участницы ШОС и БРИКС представлены на форуме не только деловыми кругами, но и своей национальной кухней. Ляйсан Мулакаева делает свои первые шаги в бизнесе, но в актив уже может занести участие в международном предпринимательском форуме. За 2 дня она успела посетить несколько секций. Я сейчас сидела, слушала про молодежь в бизнесе. Ты начинаешь видеть горизонты шире. Например, то, что ты не только у себя можешь в Уфе вот что-то делать, а то же самое на весь мир. Здесь же Ляйсан и другие молодые предприниматели узнали, где и кто им может в этом помочь. Мы, помимо того, что внутри страны занимаемся развитием молодежного предпринимательства, мы еще интегрируем нашу молодежь в международные проекты. И мы уже 3 года на территории Республики Башкортостан, в городе Уфе, проводим проект под названием «Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор». При этом торговать башкирскими товарами в Китае вовсе не фантастика. Мы предоставляем полный спектр услуг, начиная от исследования рынка, заканчивая тем, что помогаем в импорте продукции и рекламном продвижении товаров, чтобы они дошли до потребителей, а не лежали на складе. Для многих участников Уфа хорошо знакома по предыдущим международным форумам. Соглашения о сотрудничестве, подписанные на башкирской земле, эффективно работают, признаются делегаты, но совершенству нет предела. Необходима более глубокая интеграция субъектов малого и среднего предпринимательства, торговых сетей и находить общие решения для выхода нашей продукции на экспорт. Я здесь собираю информацию о различных бизнес-проектах, которые у вас есть. Меня особо заинтересовал башкирский мед. Планирую передать всю эту информацию бизнесменам Пакистана. В работе форума принял участие глава Башкортостана. Ради Хабиров провел деловые встречи с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным, уполномоченным при президенте страны по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и руководителем деловой России Алексеем Репиком. А вместе с замминистра экономического развития Вадимом Живулиным глава республики посетил центр «Мой бизнес», открытый в Конгресс-холле 4 сентября. За это время здесь проконсультировали более 100 предпринимателей. Кстати, многие из них зарегистрировались в качестве участников 5-го юбилейного бизнес-форума. В некоторые, где было секционное заседание, вот мне доложили, что, знаете, даже люди стояли около стенки, места не было. То есть все забито было, людям очень интересно. Ну, наверное, соскучились по какому-то такому живому, интересному общению. Башкортостан выйдет на 1-е место по комфортности и безопасности ведения бизнеса. Об этом в ходе пленарной части форума заявил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Андрей Назаров. Это станет возможным благодаря созданию новых стандартов поддержки предпринимателей, в том числе и внедрению во всех муниципалитетах бизнес-шерифов. Согласны с этим и федеральные чиновники. Сегодня мы как раз собираем все цифры, которые свидетельствуют о ходе реализации национальных проектов. И, собственно, мы рассчитываем, уверены в том, что у Башкирии будут очень высокие шансы стать лидером по реализации целого ряда национальных проектов. На полях форума было подписано несколько международных и межрегиональных соглашений. Во время инвестиционного сабантуя в Сибае мэр столицы башкирского Зауралья Рустем Авзалов и его турецкий коллега, сити-менеджер города Урла Бурак Агус договорились подумать о реализации совместных проектов. Окончательный документ закрепили подписями в Уфе. Начнут с образования, но перспективы шире. Наши дети Сибая будут ездить в город Урла для изучения английского и турецкого языка. Соответственно, с их стороны будут приезжать дети из Турции, которые будут изучать русский и башкирский язык. Кроме образования, мы тоже заинтересованы в бизнесе. Мы, скорее всего, намереваемся привести делегацию уже торговых представителей различных фирм и будем развивать наш общий бизнес. Деловой форум вызвал интерес не только у предпринимателей регионов стран ШОС и БРИКС. На мероприятии аккредитовались почти 200 журналистов из российских и зарубежных СМИ. Башкортостан снова напомнил о себе миллиардам человек по всему миру. Что планируют привлечь индийские предприниматели? Это для нас самое главное. Да? Какие меры предпринимаются, какие программы создаются. Поэтому наша задача освещать им, что привлекает Башкортостан. То есть показать наши республики. Да.
Повышенный интерес у гостей форума вызвали туристический потенциал и особые экономические зоны Башкортостана. На выставке эти стенды превратились в популярную фотозону. Территории опережающего социально-экономического развития республики привлекают российских и зарубежных инвесторов комфортными условиями ведения бизнеса. Стенд ТАСЭРов, представленный на форуме, также невозможно обойти стороной. Названия городов буквально парят в воздухе, словно говоря, будущее наступило уже сегодня. Южноафриканские партнеры признаются, условия для ведения бизнеса в Башкортостане идеальные. И при грамотном подходе к делу успех обеспечен. Самое главное – это то, что ты оставишь после себя следующим поколениям. Результаты работы на этом форуме помогут построить адекватное бизнес-сообщество. И наши дети, внуки и правнуки будут пользоваться этим. Повестка форума была весьма насыщенна и разнообразна. Представители деловых кругов обсудили защиту бизнеса в странах ШОС и БРИКС, развитие интернет-торговли, туризма, социального предпринимательства и, конечно же, привлечение инвестиций. За 2 дня в рамках мероприятия прошли 18 тематических секций, на которых выступили 150 спикеров. И хотя делегаты уже разъехались по домам, для беспрерывной и системной работы в Уфе планируют создать постоянно действующую дирекцию форума малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС. Башкортостан, конечно, самое главное, что получает мгновенно, это улучшение своего имиджа, потому что имидж сразу распространяется на территории всех стран, и те, кто видит и читает про форум, и поэтому, конечно, мы получаем это мгновенный эффект. А постепенно это еще партнерство, которое получают башкортостанские предприниматели. Это, конечно, какие-то компетенции и опыт, который башкортостанский бизнес себе берет. Еще во время первого бизнес-форума ШОС и БРИКС было предположение, что когда-нибудь количество участников выйдет за рамки Шанхайской организации сотрудничества. Так и произошло. В 5-м юбилейном мероприятии в качестве наблюдателей и партнеров по диалогу выступили представители других государств. Таким образом, в Уфе собрались державы, в которых проживает половина населения земного шара. Но и это не предел. Уже в следующем году на международный бизнес-форум в башкирской столице приглашение получат порядка 150 стран мира. Азат Садреев, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. Отмечу, что форум предваряла стратегическая сессия корпорации МСП, на которой, к слову, рассмотрели инвестпроекты почти на 780 миллионов рублей. Среди них оптово-распределительный центр, стоматологическая клиника, рыбное хозяйство. Разнообразие направлений отметил председатель правления корпорации Александр Браверман. Говорит о том, что экономика республики диверсифицирована. Также он сообщил, что Башкортостан сегодня входит в список передовых регионов страны с точки зрения инвестиционной активности. Глава республики, в свою очередь, рассказал, что 1 ноября в районах будет принято решение о бизнес-шерифах. Это заместители глав, которые будут заниматься только вопросами предпринимательства. Высокий, одним словом, высокий. Благодаря инвестиционному климату и от инвестиционного климата активности самих предпринимателей. Это важно. И очень хороший образовательный уровень. Нам не во многих регионах приходится с этим сталкиваться. Мы проводим регулярную 2-ю сессию. И такие сессии будут проводиться абсолютно на регулярной основе. По мере того, как в очень хорошем инвестиционном климате республики предприниматели будут готовить проект. Мы проводим стратегическую сессию, где вновь по определенному регламенту мы прокатываем очень интересные инвестиционные проекты. Мы встречались, если не ошибаюсь, в августе, по-моему, вот сейчас. Да. И характерно для нашего взаимодействия проработка вопросов, творческий подход к инвестиционным проектам и доведение инвестиционных проектов до логического завершения. Поэтому каждая наша встреча – это привлечение в экономику нашей республики, бизнес малый и средний, довольно серьезного количества денежных средств, что очень важно, конечно, для нас. Поэтому я считаю, что мы очень хорошо сотрудничаем и очень бы хотели, чтобы это сотрудничество носило такой, знаете, долгосрочный характер и очень регулярный, чтобы он был. О других новостях экономики нам расскажет моя коллега Динара Таймасханова. Она уже готовится присоединиться к нам. Динара, приветствую. На неделе в СПЧ взялись решать проблемы вкладчиков компании «Золотой запас». Азат, добрый вечер. Да, действительно, ситуацию с обманутыми вкладчиками под контроль взял Республиканский совет по правам человека. Об этом в социальных сетях сообщил председатель СПЧ Владимир Барабаш.
За время существования системы «Золотой запас» заемщикам выплачены деньги на сумму чуть более 2 миллиардов рублей. На сегодняшний день вкладчиками остается 4420 человек. Общая задолженность перед всеми составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей. Инвесторы «Золотого запаса» сообщают, что из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более 5000 жителей Башкортостана. И в основном это пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. И снова случай кражи денег в банке. В Уфе сотрудница финансового учреждения присвоила более 43 миллионов рублей. По информации пресс-службы регионального МВД, 39-летняя жительница Уфы, управляющая дополнительным офисом банка «Открытие», с января 2017 года по июль 2019 вместе с еще одной сотрудницей присваивала денежные средства из кассы. За 2 года сумма хищения составила свыше 43 миллионов рублей. Чтобы скрыть недостачи, женщины оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Так были закрыты счета более 50 вкладчиков. Сейчас подельницы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ну а в республиканском отделении Центробанка России прошел День открытых дверей. Во время экскурсии участники акции посетили музей, который находится в бывшем помещении хранилища. Среди экспонатов монеты, датированные X веком, денежные купюры разных эпох и стран, весы для драгоценных металлов и исторические документы. На площадке перед банком можно было отчеканить монету, а также посидеть внутри инкассаторской машины. Гости могли примерить на себе бронежилет и каску. Сотрудники финансового учреждения рассказали, как можно проверить подлинность купюры и не попасть в лапы финансовых мошенников. Акция проходит уже в 4-й раз и неизменно собирает большое количество людей. Итальянцы в республике. Региональное отделение деловой России и Ассоциация по культуре, туризму и гастрономии Италии подписали соглашение об укреплении торговых, экономических и научно-технических связей. Башкортостан входит в десятку самых развитых регионов России, обладает большой территорией, богатыми месторождениями полезных ископаемых и туристическим потенциалом, отмечают гости. Сотрудничество итальянских предпринимателей с Россией началось еще в 2000-х годах, а президент ассоциации Массимилиано Панера приезжает в Россию уже 8-й раз. Ну и хорошие новости для молодых родителей. В России в 2020 году увеличат сумму материнского капитала. Он составит 466 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Для этих целей в бюджет страны заложили 316 миллиардов рублей. Последний раз мат-капитал индексировали в 2015 году на 5,5%. Сегодня выплаты для матерей составляют 453 тысячи рублей. Увеличение мат-капитала направлено на улучшение демографической ситуации в стране. На этом у меня все. Азат. Спасибо, Динара. Мы же идем дальше. Перенесемся на минутку в Армению. Здесь живет девушка, у которой вместо слез кристаллы. И помогут ей в Уфе. Каждый день у 22-летней Сатиник Каразян может появиться до 50 кристаллов. Первые симптомы странного явления появились 2 месяца назад. Вначале Сатиник решила, что ей в глаза попала пыль на приеме у стоматолога. Однако с тех пор каждое утро Каразян вынуждена доставать из глаз острые кристаллы. Сейчас каждый мой день превратился в ад, жалуется девушка. Медики прописали пациентке капли, антибиотики, но из-за этих препаратов ее состояние резко ухудшилось. Уникальным явлением заинтересовался президент Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Эрнст Молдашев. Профессор готов пригласить девушку на обследование и помочь в борьбе с недугом. Ну и продолжая тему медицины, точнее нехватки врачей, минус 1749 специалистов. Так, на уходящей неделе оценил дефицит кадров в системе здравоохранения Башкортостана по итогам первого полугодия региональный Минздрав. Данные озвучил на совещании в формате «Здравчас» Максим Забелин. В выездном собрании принял участие и глава региона Ради Хабиров, который дал сразу несколько поручений. Все подробности в материале моей коллеги Екатерины Тимиряевой. 7 апреля 2008 года, как только сахарный диабет обнаружили, они меня завели В 3 медицинских картах пенсионерки из Благовещенска Валентины Бажиной не только информация о болезнях и прописанных лекарствах, но и вся боль от того, что система местного здравоохранения сама нуждается в экстренной помощи. Хотя женщина признает, что отношение к ситуации у нее неоднозначное. С одной стороны, ввели электронные очереди, что существенно экономит время. С другой, врачей-то не хватает. Порой записываться вовсе не к кому. Нет, не только эндокринолога, терапевтов не хватает. У нас вот более-менее недавно хирурги только укрепились. Молодежь, конечно, вот на скорой помощи у нас многие уже работают, а пробиться не могут. Почему? Потому что нет жилья.
Они поработают и уедут. Острую нехватку врачей по Благовещенскому и Благовещенскому району подтверждают и местные руководители. Так, по данным ЦРБ, дефицит по кадрам порядка 40%. Из 160 имеющихся ставок занято 100. Кроме того, не хватает среднего медицинского персонала – 70 человек. Врачи и чиновники местной администрации стараются решать проблему системно. Город нам дает 4 квартиры для специалистов в этом году. Потом, значит, есть программа «Земский доктор», по которой получает 1 000 000 рублей врач, который приезжает к нам. Также есть программа «Земский фельдшер». Плюс 100 000 им дает администрация как подъемные. Специалисты, которые к нам приезжают, компенсируем стоимость съемного жилья. Если они, значит, не имеют своего жилья, снимают, то мы эту стоимость компенсируем. В целом по Башкортостану кадровый дефицит в здравоохранении – 1749 специалистов. Наиболее остро обстоит ситуация в 5 районах республики – Благоварском, Мишкинском, Давлекановском, Иглинском и Хайбулинском. Такую оценку по итогам первого полугодия дал глава Минздрава Максим Забелин на состоявшемся на этой неделе совещании в формате «Здравчас», которое провел глава региона Ради Хабиров. По данным Минздрава, вакантны 297 мест терапевтов, 208 педиатров, 84 акушеров, а также десятки других специальностей. Но в целом ситуация аналогичная прошлому году. По итогам первого полугодия 2019 года обеспеченность республики у нас сохраняется по уровню 2018 года. По оперативным данным за прошедшие 8,5 месяца у нас имеется уже значительный прирост. Если по концу 2018 года цифра составила 34,9 на 10 тысяч населения, то сейчас уже цифра приблизилась к 35,1 на 10 тысяч населения. Сразу же на совещании глава Башкортостана Ради Хабиров дал ряд поручений. В частности, предлагать наиболее привлекательные условия для медиков, проводить выездные десанты специалистов в районы республики. Кроме того, он дал указание зарезервировать средства на 2020 год на программу по выплатам медикам за раннее выявление онкозаболеваний, а также для предотвращения смертей от болезней системы кровообращения. Причем в последнем случае врачи при выполнении показателей смогут в год получать дополнительно еще 120 тысяч рублей. Выплаты в течение года за квартал, в зависимости от достижения показателей. Условно говоря, врач может, я беру по максимуму, за год заработать 120 тысяч рублей в случае. Дополнительно, да. Если он выполнит все показатели, у него будет существенное снижение смертности. То есть данный проект, мы внесли в правительство, идет обсуждение в профильных министерствах. Хорошо. А сколько заложить вы хотите в бюджет? Мы заложили там порядка 130 миллионов. Ключевой итог для меня, вот как я говорил, это, мы подведем итоги в конце года, вернее, где-то, наверное, в январе, когда мы поймем ситуацию так окончательно. То есть вот год нашей работы с врачами. Я жду от вас, вновь говорю, решения этого вопроса, по крайней мере, там, существенное решение. Так, чтобы мы там совсем где-то не болтались. Не случайно выездное совещание по кадровому обеспечению здравоохранения региона прошло на базе Башкирского государственного медуниверситета. ВУЗ ежегодно готовит более 1300 специалистов. Радио Хабирову продемонстрировали новый корпус для студентов, где их будут обучать современным IT и цифровым технологиям. Так, в режиме реального времени студенты могут увидеть, какое лечение проводится тому или иному больному. Сюда же, в Башкирский государственный медицинский университет, до 1 декабря этого года должны приехать главы всех муниципалитетов республики. По поручению главы региона Радия Хабирова им нужно пообщаться с будущими выпускниками и определить их дальнейшее трудоустройство на малой родине. За поручениями руководителя Башкортостана внимательно следит и Валентина Бажина. Она надеется, что исполнению сентябрьского указа Радия Хабирова ничто не помешает. Когда люди будут довольны, и будет процветать наша Башкирия. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Артур Елаев, Родион Матвеев. Итоги недели. Идем дальше. Башкортостан должен в 1,5 раза увеличить строительство жилья. Об этом Ради Хабиров сообщил на днях на открытии форума «Уралстройиндустрии». И темпы, кстати, заметно растут, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Решаются и проблемы дольщиков. 28 октября 400 инвесторов Миловского парка получат заветные ключи от своих квартир. Окончательную дату установил глава региона во время совещания в формате «Стройчас». За месяц строители должны завершить работы в 4 домах комплекса «Молодежный», после чего в ожидании новоселья останутся 840 дольщиков.
Глава республики дал поручение активно заниматься и другими проблемными домами, не только в Миловском парке. Финансирование работ ведется через фонд помощи обманутым дольщикам. Для того, чтобы в этот фонд попасть, нужно соблюсти критерии Дома РФ. Да? Там 4 критерия. Вот в сегодняшний день попадают из всех дольщиков, из всех домов, которые имеются в республике, 4 объекта пока подпадают. Остальное мы подгоняем под эти критерии, чтобы можно было... То есть вот сейчас в октябре-ноябре еще 8 объектов будут готовы под эти критерии. То есть это конкурсное производство обязательно должно быть, реестр обманутых дольщиков, должен быть создан фонд. Ну и о тех самых проблемных домах в Уфе около 700 человек. Дольщиков жилого комплекса «Черемушки» уже несколько лет не могут дождаться завершения строительства. Однако, несмотря на это, у людей даже нету статуса этих самых обманутых дольщиков. По их словам, застройщик создает лишь видимость работ, ввязавшись в длительные судебные тяжбы. На все сделки, связанные с этим жильем, наложен арест, и, как всегда, заложниками ситуации оказались простые люди, то есть инвесторы этого комплекса. На месте побывала Юлия Нигматуллина. 27-этажная высотка на улице Губайдуллина в Уфе. Заселиться сюда жильцы должны были еще в 2017-м. Жилой комплекс «Черемушки». Предполагалось, что здесь будет 3 многоэтажных дома. Но сегодня, спустя 5 лет с начала строительства, по-прежнему не завершено первое здание. Второе возведено примерно наполовину. Сегодня сюда приехали дольщики. Скажите, пожалуйста, в чем основная проблема? Почему вы до сих пор не можете заселиться в свои квартиры? Основная проблема в том, что строительство встало еще 2 года назад, так как деньги дольщиков делись непонятно куда. Застройщик судится с предыдущим застройщиком, который был. Соответственно, стоит арест на земли, не идут ипотеки, арест банков, и также в аресте земля у нас находится. То есть квартиры не продаются, финансирование отсутствует. У нас родился сначала первый ребенок, потом второй ребенок. А свои квартиры мы так и не получили. Сроки окончания строительства переносились неоднократно. Вот здесь на паспорте объекта мы видим, что дату пытались затирать и замазывать несколько раз. А сейчас дата завершения не указана вовсе. Здесь будет у нас детская площадка. Новая, да. Будем сюда приходить, играть. Дочка уже просит, давно выросла из маленькой кроватки. Говорит, купите мне кроватку побольше. Некуда ставить. Когда переедем, купим. И так у нас каждое предложение заканчивается. На самом деле застройщик создает только видимость, что строит объект. Живу напротив, каждый день наблюдаю с утра до вечера. Здесь, грубо говоря, 1 кирпичик в неделю. Но сейчас идет плитка. Они обшивают. Но это настолько медленно, что неизвестно, что когда у нас будет. Вот работает стройка, вот мы утепляем, вот это. Ну где, что? Вот мы не видим никого. Вот, как время обед. Нельзя снимать на территории стройки. Скажите, пожалуйста, на территории стройки в нетрезвом состоянии находиться можно? Да. Серьезно? Да. Здравствуйте, а вы работать будете сегодня? Да, сейчас работаем. А что будет? Нас не признают проблемными дольщиками, потому что застройщик не признан банкротом, он не хочет себя признавать банкротом, соответственно, и никакие юридические меры, помощи никто ничего не может предложить по ЖК «Черемушки». Сейчас мы попробуем узнать, как интерпретирует ситуацию руководство компании-застройщика. Офис организации находится в большом, современном, достроенном здании бизнес-центра. Скажите, пожалуйста, с чем связаны столь серьезные задержки по срокам сдачи объекта? На сегодняшний день строительство не останавливается, как вы видите. Задержка основная связана с тем, что у нас есть производственный процесс, как акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» по «Монолитстрою» на более 100 миллионов рублей. А те средства, которые внесли дольщики, они уже потрачены? Они уже потрачены. Как закончатся у нас судебные процессы, мы будем аккредитовываться в других банках, брать кредиты, но обязательно достраивать объект. Марсель Эльдарович, скажите, пожалуйста, знают ли в администрации города о положении дел на этом объекте? Да, вы правы. На самом деле администрация города Уфы данный вопрос держит на контроле. То, что ЖК «Черемушки», сдача жилого дома идет низкими темпами, мы не можем сказать, что это обманутые дольщики. На самом деле вот сейчас разрешение на строительство мы продлили до 31 декабря этого года. К данному вопросу подключился также Госстрой, и в ходе проверки нецелевого использования денежных средств выявлено не было.
Не прошло и часа с того момента, как съемочная группа телеканала БСТ покинула строительную площадку. И вот мы видим, что люльки снова спущены вниз, и никаких работ на фасаде не ведется. Вопрос о том, когда жильцы все-таки смогут заселиться в свои квартиры, по-прежнему остается открытым. Юлия Нигматуллина, Азат Петров. Итоги недели. Вейпы детям не игрушка. В республике запретили несовершеннолетним продавать испарители, электронные сигареты, кальяны, курительные смеси и жидкости. На неделе депутаты Госсобрания приняли соответствующий закон. В скором времени, продав несовершеннолетнему, например, пузырек с жидкостью для заправки вейпа, продавец понесет наказание. А так ли легко сейчас ребенку стать обладателем такой продукции, выясняла Анастасия Ильчбаева. Яркие, притягивающие взгляд пузырьки с жижей. Так в народе называют жидкость, которую используют в вейпах. На любой вкус и цвет. Провести эксперименты, приобрести один из таких пузырьков нам помогает Даша. Ей еще нет 18. Подходим к прилавку, сразу замечаем надпись «Не продаем несовершеннолетним». Но ей не только продают, но и помогают подобрать. Заветная жидкость за 450 рублей у Даши в кармане. Но мы продолжаем нашу проверку. Идем в следующую точку. Здесь ограничение 18+, указанное на прилавке, уже соблюдают. Паспорт? У меня с собой его нет. Права? Тоже нет с собой. В общем, какой-то документ, удостоверяющий личность и возраст. В любом случае, здесь 18+, и с этим у нас строго. Запрет 18+ в законе не был прописан. Рамки по желанию ставили сами продавцы. Сегодня же депутаты Госсобрания приняли закон, запрещающий продажу вейпов, кальянов, курительных смесей и жидкостей несовершеннолетним. На территории республики будет запрещена продажа несовершеннолетним вот данной продукции, различных курительных смесей, электронных сигарет и так далее. Ну и в дальнейшем мы планируем выйти уже в Государственную Думу для того, чтобы данный законопроект был принят на уровне Российской Федерации. И, конечно, мы будем готовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях и установим ответственность за нарушение данной нормы. А пока контроль будут осуществлять общественники. Продавцы и потребители в защиту вейпинга говорят, что это безопаснее обычных сигарет. Так ли это, мы решили узнать у специалистов и отнесли жидкость в лабораторию БГУ. Но вот химики, изучив состав, поспешили с этим не согласиться. В маленьких ярких пузырьках находятся элементы куда более вредные, чем тот же никотин, говорят они. При нагревании эти органические соединения, глицерин, пропиленгликоль, могут превращаться в формальдегид и акрилин, которые являются сильными ядами. И, соответственно, применение вейпов, оно более пагубно влияет на здоровье, чем даже курение традиционных сигарет. Последствия – раздражение слизистых оболочек, заболевания центральной нервной системы, страдают легкие бронхи. Бонусом к ароматному пару вполне может стать астма. Альтернатива сигаретам сомнительная, говорят врачи. Некоторые курильщики пытаются бросить курить сигареты с помощью вейпинга. Это иллюзия. Мы наблюдаем таких курильщиков и в 80% случаев видим, что они переходят снова на потребление сигарет или остаются уже зависимы от вдыхания растворов глицерина, то есть вейпинга. Если взрослые часто используют вейпы, чтобы бросить курить, то дети, наоборот, через них приобщаются к сигаретам, считают башкирские законотворцы. А яркие интересные пузырьки и изобилие вкусов лишь привлекают ребят, и ради них они готовы идти на ухищрение. Приходит взрослый человек, они подходят где-нибудь там за углом, ловят его. Потом взрослый человек подходит и говорит: мне вот это. А нам все равно, кто деньги дает, там, и мы обязаны продать. И тут уже запрет на продажу несовершеннолетним не может встать между юными вейперами и заветным товаром. Самый сильный барьер скорее не закон, а сознательность детей. И воспитать ее уже задача не депутатов, а родителей. Анастасия Ильчбаева, Артур Елаев. Итоги недели. Дом дворян Топорниных отреставрируют. Объект культурного наследия, что в Кушнаренском районе, на неделе осмотрели члены Общероссийского народного фронта. Архитектурный памятник 19 века, напомню, пустует уже несколько десятилетий. За это время обвалилась не только крыша, но и межэтажные перекрытия. Так какие варианты восстановления здания появились после визита ОНФ и что помимо этого планируется там создать, узнал Эмиль Басариев.
Надписи на стенах, а внутри заросли кустарника. Крыши у здания уже давно нет. Именно так сейчас выглядит дом дворян Топорниных. Построенные еще в начале 19 века стены стоят до сих пор, хотя местами кирпич обвалился. А где-то внутри еще можно найти остатки уникальной лепнины. Во время Великой Отечественной войны дворянское гнездо превратилось в школу Коминтерна, где готовили разведчиков и диверсантов из разных стран для работы в тылу противника. В числе курсантов был, например, будущий глава восточно-германской разведки Штази Маркус Вольф. Учебные классы располагались в самом здании усадьбы, а учащиеся школы Коминтерна жили рядом. В качестве общежития были использованы людские помещения 19 века, где был надстроен второй этаж. Эксперты Общероссийского народного фронта отмечают, здание уникальное для республики и несет большое историко-культурное значение. Самое главное, восстановить его можно. Основное условие – не нанести вред постройке. Попытки реставрации предпринимались и раньше, но дальше слов дело не шло. Учитывая масштабность данного объекта и в том, что оно действительно пережило разные утраты, в том числе и несколько пожаров, сейчас, наверное, целесообразно консервировать, чтобы уже как внешние факторы и природно-климатические условия отрицательно не влияли на этот объект. Нужно провести обследование несущих конструкций. Проект, после разработки проекта он должен пройти государственную историко-культурную экспертизу по существующей процедуре. Должны работы проводиться специалистами, имеющими лицензию на реставрационные работы. Появились уже и конкретные варианты возрождения усадьбы. Причем речь идет не только о самом здании, но и всей прилегающей территории. Работы могут начаться уже в следующем году. Нашелся один инвестор, который согласен сохранить данное здание как памятник архитектуры. Сейчас ведутся переговоры. Возможно, это станет как раз гостиницей. Мы собираемся как раз благоустроить всю территорию вместе с ним. Ну и таким образом сохранить это легендарное здание, приведя его в первоначальный вид. Инвестор согласился с условием выделения одного помещения под музей Коминтерна. Книги библиотеки Интернационала, мебель и средства связи 1940-х годов сейчас хранятся в местном сельскохозяйственном колледже. Они и могут стать первыми экспонатами музея в возрожденном доме дворян Топорниных. Эмиль Басареев, Станислав Птица, Виктор Гамаюров. Итоги недели. А накануне в Уфе определились 12 жокеев, которые разыграют 1 миллион рублей в День Республики. На ипподроме Акбузат завершился заключительный отборочный этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». На этот раз на старт вышли представители сразу нескольких муниципальных районов республики. Ну а кто победил, расскажем далее. Врывается вперед сейчас у нас третий номер «Странник» под управлением Фаниса Фахриддинова. На конно-спортивные соревнования приезжают солидные делегации из районов. Особенно многочисленная группа поддержки была сегодня у Гафурийского. Впрочем, и участников по сравнению с остальными командами больше. Вне конкуренции был опытный жокей Фанис Фахриддинов. При подготовке я знаю, что Страннику не давали много работать, сработала тактика. Тактика, сначала готовились, витаминами кормил. Тренировал, хоть и погоды не было. Но в основном сильно-то не готовились, но он сам хороший. Сухарь Артур Закиров отправляется в финал. Жокей тренируют лошадей практически до самого старта. Так Артур Закиров из Кушнаренковского района должен был стартовать на «Мираже», но в итоге пересел на лошадь по кличке Сухарь и не прогадал, показал лучшее время. Вам как удалось на Сухаре победить? Все-таки не ваша лошадь? Ну, как бы я его научил ездить. Мираж, Сухарь. Мы их вместе научили, вот с этим пацаном очень мало. Я раньше на нем скакал, потом Миража научил, а потом он на Сухаря сел. По традиции, в финальной скачке проходят победители и серебряные призеры районных состязаний на ипподроме. Им достаются лошади башкирской породы по жребию. И Артуру Закирову повезло. Первый старт он выиграл на «Монахе». А вот во втором, в котором победителю достается пришедшая последняя лошадь, финишировать не смог, упал. По итогам двух решающих заездов 12-й этап выиграл Виталий Рогалев из Хайбулинского района. Насколько ожидали, что сможете выиграть сегодня? Не ожидал. Подарочки здесь появятся. Все соперники достойны. Ребят, те, кто что стало самым главным в финальных забегах? Да. Надежда, дамы и господа, очень важная информация. Финал Всего с марта по сентябрь конно-спортивный «Терра Башкирия» охватил практически все районы республики. В этом и была главная задача марафона.
Все муниципальные районы приняли активное участие в организации этих мероприятий. Спасибо за это большое. Мы увидели большой отклик людей, непосредственно участвующих в этих соревнованиях, принимающих активное участие. Мы увидели желание районов показывать свою скачку, свою экспозицию в рамках так называемой небольшой выставки достижений народного хозяйства, что производится у нас в районах. Теперь победители 12 этапов встретятся в финальной скачке, в которой и будет разыгран 1 миллион рублей. Итак, 11 октября на старт выйдут жокеи из Дуванского, Илишевского, Дюртюлинского, Белорецкого, Федоровского, Кигинского, Бишбулякского, Стерлитамакского, Куюргазинского, Кугарчинского, Бураевского и Хайбулинского районов. Прямую трансляцию самой главной скачки года можно будет увидеть на нашем канале. Татьяна Анжа, Александр Усманов, Ильдар Абзалилов. Новости Уфа. И в заключение о кино, снятого по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». На уфимскую премьеру фильма «Сестренка» приехала вся съемочная группа во главе с режиссером Александром Галибиным и юными исполнителями главных ролей. О том, как кинематографистам удалось воссоздать на экране быт и культуру башкирского села времен Великой Отечественной, в материале итогов недели. Теплые объятия и радостные улыбки. Маленькие актеры вновь встретились на башкирской земле. Исполнители главных ролей в фильме Арслан Крымчурин и Марта Тимофеева в центре внимания. Все стараются сфотографироваться с юными звездами. За время съемок дети стали настоящими друзьями. У меня сестренка есть, ей 1 годик. Вот Марта мне стала почти так же, как она. Самая сложная и сцена, которая мне больше всех понравилась, это где я не умею плавать. Я правда не умел плавать. Но надо было нырять в холодную воду реки Инзер. Я с ним подружилась, мы с ним настоящие друзья. Мы даже, раз мы живем в разных городах, мы все равно переписываемся и звоним друг другу по телефону и общаемся. Этот язык был сложный, но он очень красивый. И мне вообще понравилась Башкирия, это очень красивая. В Уфе прошла премьера фильма «Сестренка», снятого по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Сюжет повествует об осиротевшей в годы Великой Отечественной войны украинской девочке Оксане и о новой семье, которую она обрела в Башкортостане. Съемки проходили в республике. В качестве декорации была отстроена башкирская деревня 40-х годов. Режиссером выступил народный артист России Александр Галибин, который признался, что прочитал повесть Мустая Карима в 10 лет и отметил, что он будет ждать возможности приехать в республику снова. Это один из самых волнительных дней в моей жизни. Русский человек снимает картину о башкирском народе, о истории, которая глубоко корнями уходит в культуру башкирскую. И мало того, картина идет на башкирском языке, и это было принципиально, чтобы носитель языка на экране был сильнее, чем русский голос. Фильм был снят при поддержке фонда Мустая Карима. По признанию учредителя фонда Тимирбулата Каримова, внука писателя, создателям ленты удалось передать ту атмосферу и тот дух, которую автор заложил в книге. Это удивительный фильм, потому что в нем сочетается очень бережное отношение к безупречному мустаевскому литературному материалу, большая любовь к Башкортостану. Когда я впервые оказался на съемочной площадке, не зная, какой она будет, я увидел башкирскую деревню на Инзере из своих снов. Это было большим чудом. Показ в Уфе посетили деятели культуры, школьники и все поклонники творчества Мустая Карима. В числе зрителей был и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. После финальных титров зрители поделились своими впечатлениями. Во-первых, фильм мне понравился, он очень хороший, душевный. Я книгу читал, там прям все очень похоже. Что-то добавили, конечно, там чего не было, но все равно все очень хорошо. Но это по-настоящему народное кино, как мне кажется, и будет принято здесь у нас очень хорошо. От начала почти до конца я сидела, плакала. Прям очень трогательный фильм. Спасибо огромное режиссеру. Очень круто было. Лента снята на башкирском, русском и украинском языках. Поэтому прокат военной драмы, организуемой компанией Уолт Дисней, не ограничился только российскими кинотеатрами. Айгуль Изяпова, Эмиль Басариев, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Такой была эта неделя. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи в эфире.